Здравствуйте, в эфире программы «7 дней», в студии Ильшат Аминов. Я приветствую всех телезрителей канала «Новый век». Смотрите сегодня в нашей программе. Хорошие вести из Первопрестольной. Герой труда Минтимер Шаймиев. Шаймиеву Минтимеру Шариповичу. В республике будет создан фонд помощи пострадавшим клиентам банков и обманутым дольщикам. Нам придется найти механизм. Мы планируем создать специальный фонд. Подробности. Честно говоря, ближе к осени будет все жарче и жарче. Котлы как единственная альтернатива. Почему жители Урусу рискуют остаться без тепла и горячей воды после остановки ГРЭС? Эта команда немножко блуждает в потемках, она потеряла ориентиры. Такой футбол нам не нужен. Кто и как будет спасать казанский Рубин? Сегодня в начале нашей программы бенефис московского корпункта. Так получилось, что главные события, касающиеся нашей республики, прошли на этой неделе в столице нашей Родины. И самая важная новость, безусловно, прозвучала на встрече Рустама Минниханова с президентом России Владимиром Путиным. И она подарила надежду тысячам семей. В Татарстане будет создан специальный фонд для помощи пострадавшим от банкротства банков и обманутым дольщикам. Все подробности в репортаже нашего специального корреспондента в Москве Дины Газалеевой. Эта последняя неделя апреля прошла в Москве под знаком Татарстана. Каждый день федеральные информационные ленты передавали новости, касающиеся нашей республики. И неудивительно, ведь в каждой из них фигурировал Владимир Путин. На этой неделе в среду глава государства заслушал отчет Рустама Минниханова о делах в Татарстане. Плановые встречи первого лица страны с руководителями субъектов, как правило, проходят здесь, в Московском Кремле, регулярно. Протокол таких встреч схож. Владимир Путин принимает руководителей субъектов в своем рабочем кабинете с отчетом об общем положении дел на местах. Традиционно такие точечные встречи проходят раз в 1,5-2 года. Руководители субъектов, помимо общих тем, докладывают президенту о том, как выполняются, в частности, его так называемые майские указы и поручения, озвученные Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Сказанное подкрепляют и бумажными отчетами. Давайте сегодня поговорим обо всем, сразу обозначил Владимир Путин Рустаму Минниханову, предложив таким образом президенту Татарстана самому определить, с чего начинать разговор. Татарстан у нас по очень многим параметрам традиционно занимает первые позиции. Но, как всегда, и как везде, есть и сложные вопросы, и нерешенные проблемы. Давайте поговорим во всем. Уже после встречи эти отчеты, содержащие основные данные о делах в республике, внимательно просмотрят в аппарате президента страны. А Рустам Минниханов сделал акцент на те цифры, которые воочию демонстрируют прогресс и деловую активность татарстанцев. Речь идет об итогах работы за прошлый год и первый квартал текущего. В 2016-м индекс промышленного производства в Татарстане 103,6%, валовый региональный продукт 102,5%. Показатели работы за 2017 также обнадеживают. Инвестиции в основной капитал, село, жилье. Самое главное, то, что майскими указано, определено. Все эти параметры реализованы. Что касается первого квартала, мы тоже докладываем первый квартал. Темпы роста промышленной продукции 104,7%, а валовый региональный продукт 104,2%. В принципе, ситуация в экономике улучшается, и доходы, и все остальные вопросы мы можем решать. Сейчас в республике реализуется около 30 целевых программ по всем городам и районам Татарстана по обустройству инфраструктуры, социальной сферы, образовательной, придомовых территорий и общественных пространств. Об этом Владимиру Путину Рустам Минниханов доложил вкратце. Акцент президент Татарстана сделал на планируемом масштабном ремонте республиканских поликлиник. Мы подготовили двухлетнюю большую программу. Все объекты поликлиники в течение этих 2 лет, более около 180 объектов, они будут отремонтированы. Основная часть в этом году, какая-то часть останется на следующий год.
Отдельной строкой в ходе встречи в Кремле ситуация с банками республики, даже точнее с вкладчиками, которые потеряли свои деньги и которым республика обязалась помочь. Рустам Минниханов озвучил Владимиру Путину идею о создании специального фонда. В его задачи войдет оказывать помощь тем категориям людей, которые в этом нуждаются. И не только по вине обанкротившихся банков, а в том числе оказавшихся в непростой жизненной ситуации и из-за недобросовестных застройщиков. Как принято говорить в таких случаях, обманутым дольщикам. Создана правительственная комиссия. Мы активно работаем и с АСВ, и Центральным банком. Сейчас формируется кредиторская масса. Значит, нам очень важно, чтобы активы, которые есть, во-первых, люди, которые как бы виновны, они задержаны, правоохранительные органы работают, значит, рассматриваем все сделки. Ну и, конечно же, нам придется найти механизм, мы вот планируем создать специальный фонд, который той категории вкладчиков, которые не смогут получить за счет распродажи, если активов не хватит, значит, оказать поддержку. Это одна категория. Ну и вторая категория – это дольщики. Значит, мы тоже с ними работаем. Там тоже вот 2 крупных компании, руководители у них тоже задержаны. Значит, но вот эти 2 темы, которым мы занимаемся. И буквально сразу новость о создании в Татарстане специального фонда, идею одобрил глава государства, разлетелась по социальным сетям и информационным агентствам. Подробнее об этих планах позже журналистам рассказал министр экономики Артем Сдунов. Создается специализированная организация, которая планируется безвозмездно передать крупные инвестиционно привлекательные земельные участки для комплексного освоения. Эти земельные участки нам позволят сгенерировать поступление денежных средств от коммерческой деятельности. В свою очередь, данные средства мы планируем направить на компенсацию потерь как раз клиентам банков, которые сейчас у нас находятся в стадии банкротства, и клиентам тех компаний, которые пострадали от недобросовестных застройщиков. Как ожидается, с помощью создания новой структуры удастся консолидировать всех пострадавших клиентов обанкротившихся банков. Таким образом, собрать единые требования и максимально эффективно реализовывать конкурсную массу. Первоначально деятельность организации будет направлена на поддержку вкладчиков Татфондбанка, Интексбанка и ТФБ Финанс. Затем категорию расширят. Сейчас стартовала подготовка всей необходимой документации. И уже в мае этот проект представят на рассмотрение и одобрение Государственного совета республики. Дина Газалиева, Виталий Лукьянов, Александр Севастьянов, Владимир Зуев, Александр Ярошов. Москва-Казань. 7 дней. На встрече с Владимиром Путиным Рустам Минниханов от имени всех татарстанцев поблагодарил президента России за высокое звание, которое было присвоено государственному советнику Минтимиру Шаймиеву. Президент Татарстана подчеркнул: это заслуженная награда, огромный подарок для нашей республики. Думаю, что мы и дальше будем вместе с Российской Федерацией реализовывать большие проекты и приносить пользу нашей стране. Согласитесь, фраза «вместе с Российской Федерацией» звучит более чем достойно. Золотыми медалями Героев труда вместе с Минтимиром Шаймиевым были также награждены художественный руководитель Московского театра «Современник» Галина Волчек, слесарь-монтажник Северного машиностроительного предприятия в Архангельской области Алексей Иванов, главный врач Краснодарской больницы Владимир Парханов и лесничий из Якутии Варвара Устинова. Наш САПКОР в Москве Дина Газалиева продолжит свой рассказ. В России засверкали новые золотые звезды героев. В этот пятничный день в московском Кремле царила особенная атмосфера. Может быть потому, что все происходящее в канун 1 мая, а может быть потому, что каждого из приехавших на церемонию награждения в Москву, а таких особенных было 5 человек, сопровождали самые близкие и любимые люди. Трогательная традиция, несмотря на то, что звание Героя труда России было учреждено Владимиром Путиным 4 года назад, уже сформировалось. В Кремль награждаемые прибывают не одни. Поддержать в такой волнительный момент Минтимира Шаймиева в Москву приехали самые близкие люди, члены семьи, сын, внук. До 28 апреля на всю страну было только 20 героев труда. И те, кто уже имеют на груди 5-конечную медаль, в этот день также приехали в Кремль. Иосиф Кобзон не скрывает, что давно дружит с Минтимиром Шаймиевым и с удовольствием рассказывает, что лично для него в заслугах первого президента Татарстана самое весомое. Минтимир демократичным и политически осознанным путем добился самостоятельности Татарстана и расцвета его.
И слава Богу, я периодически бываю в Татарстане и радуюсь тому, что Татарстан расцветает, несмотря на сложные санкции, на сложные экономические условия. Предпраздничная радостная суета царит в кулуарах Кремля, все в предвкушении. Среди присутствующих много узнаваемых лиц. Актеры театра и кино пришли сопроводить на церемонию свою маму в профессии, Галину Волчек, которой также присуждено звание Героя труда России. И Чулпан Хаматова, наша землячка и популярнейшая актриса, не удержалась, чтобы от себя не сказать теплые слова в адрес Минтимира Шаймиева. Я хочу сказать, что я очень горжусь своей родиной. И Минтимиру Шариповичу пожелать здоровья и хорошего настроения. И с орденом даже смешно поздравлять, потому что и так всем понятно, что он его давным-давно уже заслужил. Церемония награждения традиционно проходит в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца. Врач из Краснодара, лесничий из Якутии, слесарь-монтажник, художественный руководитель театра. Для каждого из героев этого дня Владимир Путин нашел самые хорошие слова. Имя Минтимира Шариповича Шаймиева прочно связано с развитием и укреплением российской государственности. И в том, что Россия выстояла на крутом историческом переломе, сберегла суверенитет и единство своего многонационального народа, стала мощной, открытой миру державой, есть и его личная большая заслуга. Неоценимый вклад Минтимира Шариповича в развитие и Татарстана, одного из самых успешных и динамичных регионов нашей страны, а также в сохранении культурного наследия России, возрождение таких духовных, исторических центров, как Свияжск и Болгар. Шаймиеву Минтимеру Шариповичу, государственному советнику Республики Татарстан, председателю попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан. Я хочу признательность свою довести, потому что, выстраивая новую Россию, многие наши действия, предложения, возможно, они звучали неадекватными, даже в те времена, и по-новому. Но я благодарю особенно за то терпение, за то понимание, и в конечном счете жизнь показывает, что мы были на правильном пути. Каждого из награждаемых зал приветствовал стоя. Эти люди заслужили и всеобщее уважение, народную любовь и память. О народной благодарности Минтимир Шаймиев сказал и Владимиру Путину. Государственный советник Татарстана рассказал о прошедшем совсем недавно съезде народов республики, в резолюции которого делегаты особо отметили, что поддерживают ту политику, которая проводится под руководством президента страны по укреплению современной России. Традиционное шампанское, общение, поздравления и фото на память. Награжденные общаются друг с другом, узнают о планах, передают приветы общим знакомым. Ирина Винер, гостья мероприятия и также Герой труда, уверяет, хоть и приболела, но нашла в себе силы приехать и поздравить госсоветника Татарстана с заслуженной наградой. Минтимир Шарипович всегда был для меня примером служения своему народу, своему отечеству, быть настоящим мужчиной, быть настоящим семьянином именно в своей стране. Не только в своей семье, но и в своей стране. Благодаря него Татарстан стал нашей опорой России. Его вклад в этот мир и в сотрудничество трудно переоценить. Это человек с большой буквы. Героев труда в России стало на 5 человек больше, и теперь их на всю страну 25. Золотая звезда из рук Владимира Путина сияет на лацкане пиджака Минтимира Шаймиева. Государственный советник республики уверен, это награда всему Татарстану и всем татарстанцам. Неожиданно для меня, но я отношу это как отношение президента Российской Федерации к нашему многонациональному народу Татарстана, уважение. Я считаю, что оценка, как Татарстан развивается, созидает,
это уважительное отношение и признание заслуг нынешнего руководства Татарстана. Тем более у нас такое правопреемники из нашей же команды сознанием дела обеспечивает развитие Татарстана, сохраняя мир и спокойствие. Вот этой совокупности, я считаю, что отношу ко всем нам. Без исключения. Из корабля на бал, прилет в Казань. Герои труда очень ждали. Минтимиру Шаймиеву устроили торжественную и одновременно теплую встречу его коллеги, соратники, журналисты. Он первый герой труда Российской Федерации в истории современного Татарстана. Дина Газалиева, Виталий Лукьянов, Александр Ярошов, Владимир Зуев. Москва, Казань. 7 дней. Несколько интересных деталей. Высшее звание Российской Федерации «Герой труда» учреждено указом президента России Владимиром Путиным от 29 марта 2013 года. Оно является вторым по статусу званием России после Героя Российской Федерации, вручаемого в основном за боевые заслуги и совершение подвига. Звание Герой труда Российской Федерации является высшей степенью отличия за особые трудовые заслуги перед государством и народом. В указе президента России об установлении звания Герой труда есть такая статья. В случае присвоения лицу звания Героя Российской Федерации и звания Героя труда Российской Федерации на его родине на основании указа президента Российской Федерации устанавливается бронзовый бюст с соответствующей надписью. И еще, Минтимир Шаймиев – 25-й Герой труда Российской Федерации. Но он первый политический деятель России, получивший эту награду. И первый бывший руководитель региона, удостоенный такой чести. До Минтимира Шаймиева эту высокую награду Родины получили 8 работников промышленности, 5 работников сельского и лесного хозяйства, 4 деятеля культуры, 3 работника образования, 2 спортсмена и 2 работника сферы медицины. Повторю, Минтимир Шаймиев уже вошел в историю как первый политический деятель новой России, получивший высшую награду Родины. Уважаемый Минтимир Шарипович, весь коллектив телерадиокомпании «Татарстан. Новый век» поздравляет вас с этой высокой наградой и желает новых свершений на благо родного Татарстана. И, как говорят татары, «Соңғысы болмасын». Дай Бог не последнее. Здоровья вам и долгих лет жизни. Также хочется передать поздравления и Сакине Шакировне. Рядом с такой женщиной нельзя не быть героем. На дворе 1 мая, праздник весны и, конечно, труда. Но само содержание этого понятия в наши дни коренным образом меняется. Если раньше человек труда представал перед нами в образе могучего рабочего с огромной кувалдой, сегодня скорее это очкарик-оператор 3D-принтера. Мы стоим на пороге 4-й промышленной революции, которая неузнаваемо изменит нашу жизненную среду, политическую систему, технологический уклад и даже нашу с вами идентичность. Уже через несколько лет на моем месте будет стоять робот-ведущий, и вы не сможете отличить его от живого человека. Все, что еще вчера казалось фантастикой, сегодня было представлено на венчурном форуме, который на этой неделе прошел в Иннополисе. Искусственный интеллект, роботы везде и повсюду, летающие автомобили и многое-многое другое. Скоро мы это будем лицезреть не только на выставках и венчурных ярмарках, а в повседневной жизни. Готовы ли мы к этому? А главное, готовы ли конкурировать в глобальном мире знаний и технологий? Тимур Бекмурзин расскажет. Казанская венчурная ярмарка с этого года сменила название и площадку. Отныне это Российский венчурный форум с постоянной пропиской в Иннополисе. Это не просто смена декораций, это заявка на новый статус. Татарстан для этого созрел. Казань уже 10 лет как один из центров венчурной индустрии в России, но есть отчетливое желание выйти на европейский и мировой уровень. Поэтому среди участников форума как компании из России, так и представители венчурных фондов, инвесторы из Европы и США. Всего заявки подали 444 компании из России и 11 стран мира.
В итоге были отобраны порядка 50 проектов, и лишь 15 компаний смогут рассчитывать на деньги спонсоров. В мире технологического бизнеса идет жесткая конкуренция за место под солнцем, и это процесс объективный. Татарстан в этой инновационной ярмарке тщеславия представлен прорывными проектами. Лазерная система зажигания, рассказывает Булат Зиганшин, позволяет существенно снизить расход топлива. Для двигателей КАМАЗа на газовом топливе это просто находка. Обычные электрические свечи, они быстро изнашиваются. И мы решаем такую проблему. Мобильное приложение для открытия шлагбаумов, будучи на другом континенте, или доставка заказов роботами. Эти и другие проекты, представленные на форуме, уже не выглядят чем-то из ряда вон выходящими. Ведь тот же Рэй Курцвелл предсказывает, что уже к 2019 году провода из любой сферы уйдут в прошлое. В 2027 году персональные роботы станут таким же обыденным явлением, как сегодня холодильник или кофеварка. Фантастика, скажете? А разве могли мы подумать еще 10 лет назад, что практически любую сложную металлическую деталь можно будет печатать на 3D-принтере? Профиль очень сложный у изделия. Стандартным способом занимает производство около 6 месяцев. Наш способ именно 3D-печати сокращает до 2 месяцев. Если отладить технологию, до месяца. Смелых идей хватает, далеко не все они реализуются в качестве продукта на рынке или даже бизнес-проекта. Причин тому масса. Далеко не всегда главная беда – это отсутствие финансирования, говорили в кулуарах участники форума. Чаще идея чахнет еще на стадии становления команды, или случается, что хорошую разработку некому грамотно упаковать и представить инвестору. Директор компании «Энерголеспром» Андрей Грачев указывает и другую распространенную причину. Венчурным капиталистам часто не хватает элементарного терпения. А это бизнес не для тех, кто привык к быстрым и легким деньгам. Действительно, чтобы создать что-то новое, что-то нужное, что-то интересное, нужно потратить очень много ресурсов, очень много сил, очень много себя, очень много своих, так сказать, единомышленников. И этот путь не каждый, конечно же, может выдержать. Редкий случай, когда венчурный проект выстреливает за год-два. Компании Андрея Грачева понадобилось 10 лет, чтобы перспективную разработку по переработке отходов реализовать в качестве промышленной установки, отладить технологию. Сейчас для «Энерголеспрома» наступает момент истины. Технологией заинтересовались инвесторы. Сделку готовят этим летом. Через тернии к реальному успеху – это путь многих больших компаний, которые когда-то, как и Андрей Грачев, начинали с нуля. Появляются такие сумасшедшие идеи, которые говорят, что они обречены, а они на самом деле потом взрывают мир. Тоже никто не знал, как будет зарабатывать Твиттер. Хотя сейчас эти компании сопоставимы, наверное, с компаниями из реального сектора, как «Газпром». Как бы вы ни называли, там 4.0, цифровая революция, нам без разницы. На татарском языке этого нет, поэтому мы воспринимаем по-своему. На татарском есть просто алга, да? Без науки, без вот таких научных центров регион конкурент не может быть. Мы не можем закрываться и не должны закрываться в своем периметре. Мы должны, во-первых, свой продукт выбрасывать, и что нам нужно, полезное, забирать себе. Такие форумы – замечательная площадка и для обмена опытом, и налаживания контактов, а главное – это уникальная возможность для молодых компаний заявить о себе, получить поддержку. Татарстан готов разместить на своей территории перспективные стартапы со всей России. Нам есть что предложить. В республике создана солидная инновационная инфраструктура. Для многодетной мамы Екатерины Черных из Красноярска, автора интернет-проекта «Мама дома», этот фактор стал одним из определяющих для переезда в Набережные Челны. В местном IT-парке она с мужем сумела реализовать все свои начинания. Татарстан очень прогрессивный регион, и мы, в принципе, тоже жили в городе-миллионнике, и, в общем-то, Красноярск считается достаточно продвинутым городом с экономической точки зрения, но, тем не менее, мы приняли решение приехать именно сюда, потому что здесь возможности колоссальные. Я общаюсь с местными жителями, меня просто поражает, что они не знают, что есть IT-парк, что есть возможности здесь для предпринимательства, что здесь предприниматели поддерживают. Достойная инфраструктура не работает на пустом месте. Инновационные проекты, как правило, оживают в соответствующей инновационной среде, говорили участники форума. А это в том числе, а может быть и в первую очередь, новые подходы к системе образования. Пока это наше узкое место, отмечали спикеры, а значит перемены назрели. Человек должен получать удовольствие от образования, иначе это то, что сейчас называется когнитивный диссонанс возникает. Он понимает, что вроде бы это нужно, но ему это абсолютно не нравится, и ничего хорошего из этого не произойдет.
Тимур Бекмурзин, Ильшат Аюпов и Роман Безменов. 7 дней. Новая технологическая революция началась. Старая, неэффективная будет отмирать очень быстро. И с этим ничего не поделаешь. Иначе Татарстан с его крупнейшими промышленными объектами, заводами-гигантами окажется на обочине мировой экономики знаний. Мы должны войти в будущее успешными и конкурентными, даже если на этом пути нам придется расстаться с иллюзиями и даже целыми предприятиями. Сегодня день траура в одном из районов республики. В Ютазинском районе Татарстана оплакивают последствия чрезвычайного происшествия, которое, конечно, не привело к человеческим жертвам и не стало причиной какой-либо техногенной катастрофы. Однако поселок Уруссу, районный центр, нынче в трауре. Буквально через несколько часов, сегодня, 30 апреля 2017 года, закончит свое существование старейшее предприятие района и республики, в целом Урусинская ГРЭС. Сегодня в 12 ночи впервые за 75 лет произойдет полная остановка станции. Теперь уже окончательная и бесповоротная. Поселок, таким образом, остается без ГРЭС, а значит остается без тепла и горячей воды. Выход найден давно, и он практически безальтернативен. Это двухконтурные котлы. Уже к этому дню ими потенциально мог быть оборудован весь поселок, поскольку работа эта началась еще в прошлом году. Но на деле 2/3 жителей многоквартирных домов по-прежнему ждут чего-то. Газовики, как известно, насильно котлы устанавливать не могут. Еще раз, 2/3 жителей многоквартирных домов Уруссу с завтрашнего дня остаются без тепла и горячей воды. На что рассчитывают жители этих домов? Непонятно. Может, они собираются буржуйки устанавливать в квартирах? Но это не решит проблему. Почему с таким скрипом идет перевод жилых домов на индивидуальное отопление? И для кого сегодняшний траурный день оказался днем радости? Об этом Михаил Любимов. Да-да, это та самая музыка из того самого фильма. Ну, что поделать, приходится повторяться. Мы были в Уруссу последний раз 2,5 месяца назад, это было в начале февраля, и уже тогда, как, может быть, вы помните, мы сравнивали Урусинскую ГРЭС с «Титаником». Потому что корабль тонул, и многие не верили в то, что такое огромное, казалось бы, непотопляемое судно вообще способно пойти ко дну. Не верят и сегодня, когда до официального заключения о смерти остается всего несколько часов. И перед властями по-прежнему все те же две глобальные проблемы. Первая – как обеспечить всех спасательными шлюпками, то бишь найти работу. И вторая, намного более сложная – как не дать людям замерзнуть. Ведь столь неуступчивая зима уже через несколько месяцев вернется в Уруссу. Нам тяжело очень досталось. Вот лично я 5 килограмм сбросила. Ну, мы, наверное, для кого-то, может быть, это и, беда или как потеря работы, утрата. Ну, а для нас это радость. Председатели ТСЖ в Уруссу слов уже не выбирают и показательно радуются закрытию ГРЭС. Для них сегодняшний день – это День Победы. И понять их можно. Весь последний год они будто общались со стеной, объясняя жителям очевидное, объясняя тщетно зачастую. И вот пришел час расплаты. Теперь люди знают, что они же без воды остаются. И вот в итоге сейчас, когда все люди поймут, что они остались без воды, теперь уже они к нам будут приходить. Те, кто осознал простую истину о том, откуда берется в их квартирах тепло и горячая вода, и почему с кончиной ГРЭС кончится и это, подготовили сани еще летом. Двухконтурный котел – штука недешевая, это несомненно. Его берут в кредит и платят за него по 1000 рублей в месяц. Плюс коммунальные платежи. Но и с долговой нагрузкой получается все равно вдвое дешевле. У нас в феврале месяце была квартплата плюс телефон 7000. Вот этот месяц, как говорится, за март мы платили 2200 квартплата, плюс газ, плюс телефон, уже 3150 где-то. Это в 2 раза? 2 раза, но плюс если еще добавится лизинг, но все равно разница будет. Если вы услышали одного счастливого обладателя индивидуального котла, считайте, что услышали всех. Цифры у всех разные, но разница в цифрах
При ГРЭС и после ГРЭС одна и та же. Потому и удивительно, что этих счастливых обладателей в поселке пока катастрофически мало. Всего в Урусу 142 многоквартирных дома. Из них на сегодняшний день всего подключены 30. Вот и высчитывайте процент подключенных домов. В принципе, этот процент можно видеть здесь, на каждой улице, на каждом доме. Вот перед нами 4-этажный дом. Здесь в этом пролете 4 квартиры. Как видите, 2 уже подключены, 2 еще нет. То есть процент подключения 50%. И это очень хороший процент. Люди думают, люди гадают, люди ждут до последнего, люди ждут, видимо, чуда. Они ждут остановки ГРЭСа. То есть чтобы окончательно убедиться? Да. Я думаю, все перейдут на это. Председатели ТСЖ все как один говорят, конечно, то, что должны говорить в данном конкретном случае. Их кредо нынче оптимизм. Все будет нормально. Все будет нормально. Сейчас люди это поймут. Молодежка 6, и вот Куйбышева 8. Вот Куйбышева 8 уже можно заходить. Но так ли нормально то, что мы видим сейчас? Проведено сотни встреч с населением. Глава района сорвал голос на бесконечных митингах и не участвует в нашем сюжете. И как об стенку горох. У человека всегда есть выбор. Оставить все как есть или изменить что-то. Как правило, люди выбирают первое. Такое вот горе от ума. Честно говоря, ближе к осени будет все жарче и жарче с точки зрения того, что это все надо будет выполнить. Если представить себе гипотетически, что завтра все жители поселка соглашаются, вы сможете одолеть такой объем работы? Сможем. То есть все зависит от жителей, не от вас? Да, потому что без доступа в квартиры, если житель не пускает, мы не сможем зайти. Однако жители поселка, затаившие тихую злобу на власти после всей этой истории с ГРЭС, ведут тихую партизанскую войну. Тем, кто, по их мнению, перешел в стан врага и установил таки котел, выносят общественное порицание. Есть еще много людей, которые не верят в Верю, да. Вот нас постоянно ругают. А ругают за что? За то, что мы согласились и что выступили за. А почему вас должны ругать за то, что вы отапливаете собственную квартиру? Нас устраивает, зачем я буду против говорить плохого? Нас во всем устраивает это отопление. До социального взрыва в Урусу, конечно, не дойдет, но воображение протестующих нарисует вам и любые другие взрывы. Был случай такой. Да? А что за случай? Ну, то, что вот напротив у нас вперед поставили, как будто бы ночью взрыв был. А там, оказывается, соседи просто на первом этаже меняли окна. В общем, несуразные несут, как бы сказать. Лишь бы. А сейчас уже совсем другой разговор пошел. Сейчас уже другой разговор. И это возвращает нас к началу сюжета. Ну, беда или как, потеря работы, утрата. Ну, а для нас это радость. Нужно просто понять и простить общественникам эти слова. На этом большом и глубоком и ведь они не просто видели, они слышали ГРЭС. Михаил Любимов и Андрей Мохов. 7 дней. Мне абсолютно непонятна позиция руководства Ютазинского района, которое беспомощно разводит руками на всех совещаниях. Нельзя, подобно страусу, прятать голову в песок в надежде, что проблема сама по себе рассосется. Нужно 500, если потребуется 1000 раз объяснять жителям необходимость перехода на индивидуальное отопление. В Альметьевске, я помню, глава района Айрат Хайруллин лично ходил по квартирам, уговаривал жителей перейти на индивидуальное отопление. И проблема была решена. Администрация Ютазинского района обещала собрать все заявления на установку индивидуальных котлов к началу 2017 года. На сегодня нет заявлений на 1500 квартир.
Катастрофическая ситуация. Через 4 месяца снова наступит осень, и люди начнут замерзать. И тогда это действительно будет трагедия. Спасайтесь, пока не поздно. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите после рекламы. Эта команда немножко блуждает в потемках, она потеряла ориентиры. Такой футбол нам не нужен. Кто и как будет спасать казанский «Рубин»? Понедельник, 24 апреля, стал днем не тяжелым, а скорее радостным. В Зеленодольске на заводе имени Горького заложили малый ракетный корабль, 10-й по счету, который поплывет на защиту страны. В церемонии приняли участие заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Сейчас на заводе одновременно строят 5 таких кораблей. «Град», который заложили в понедельник, спустят на воду уже в конце следующего года. Во вторник министр России по вопросам открытого правительства Михаил Абызов в сопровождении Рустама Минниханова посетил особую экономическую зону Алабуга. Сегодня это лучшая региональная практика по работе с инвесторами, отметил Михаил Абызов. Этот опыт важно тиражировать на всю страну. Гостю показали работу местного корпоративного университета, формат обучения и подходы которого федеральный чиновник также оценил положительно. В среду председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин наградил победителей республиканского образовательного проекта «Политзавод». С февраля этого года сотни молодых людей училось быть политиками. Занятия для них провели эксперты и парламентарии республики и страны. Лучшие в учебе получат возможность стажировки у депутатов Госдумы, Госсовета и муниципальных образований. Врачей, судостроителей, учителей в четверг чествовали в Казанском Кремле. Государственные награды получили 43 татарстанца. Их поздравил президент республики. 3 дня в Казани провел мэр Риги Нил Ушаков со своей делегацией. У градоначальника была насыщенная программа. Он приехал на первом рейсе самолета Рига-Казань, встретился с президентом и мэром Казани, посетил достопримечательности города и встретился с деловыми кругами Татарстана. В субботу в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида» прошла 10-я юбилейная премия «Благотворитель года». Конкурс собрал почти 100 лауреатов. За каждым из них десятки добрых дел, больших и маленьких, но главное нужных и полезных. Среди награжденных в номинации СМИ и «Наш телеканал». Диплом вручили генеральному директору ТНВ Ильшату Аминову. 17 мая 2017 года. Матч «Рубин-Казань», ЦСКА Москва. Новая точка отсчета. Сложно предположить, что игра станет определяющей для казанского клуба в спортивном плане. Все-таки «Рубин» сейчас не блещет, но этот матч, вне всяких сомнений, станет экстра важным для Казани как города-организатора Кубка Конфедерации. Дело в том, что этот матч и этот день станет своего рода тестовым. На нем будут отработаны технологии и подходы проведения серьезных мероприятий под эгидой ФИФА. Фактически игра «Рубин-ЦСКА» станет генеральной репетицией к предстоящему Кубку Конфедерации, который пройдет в 4 городах России. Для нас это очень приятно, потому что только 4 города примут Кубок Конфедерации в нашей стране. Это Казань, это Москва, Санкт-Петербург и Сочи. И, наверное, можно говорить о том, что у нас стадион самый проверенный, самый опытный с точки зрения реализации, в том числе футбольных матчей. Тест на прочность и безопасность в этот день пройдет не только сам стадион «Казань-Арена», его службы и сервисы, но и фактически весь город. Как все будет организовано 17 мая, рассказали журналистам на пресс-конференции в Татмедиа. Особое внимание, конечно, будет уделено вопросам безопасности. Из самых важных новшеств – введение в этот день вокруг стадиона так называемой зоны последней мили. Зоны, куда будет запрещен въезд легковых и грузовых автомобилей, кроме транспорта организаторов. Период ограничения движения в этот день с 17:30 до 23:00. В дни Кубка Конфедерации ограничения будут серьезными, ограничат движение по некоторым улицам. Последняя миля начнет действовать за 5 часов до начала матча и закончится через 3 часа после его окончания. Организаторы призвали всех отнестись к этому с пониманием. Все-таки это соревнование уровня ФИФА. Еще одно ключевое нововведение – паспорт болельщика как необходимое условие для прохода на стадион. Как его получить? Для этого нужно пройти несколько несложных шагов. Заполнить анкету участника на сайте болельщиков «Рубина», получить код на матч «Рубин-ЦСКА», затем этот код нужно ввести при оформлении заявки на паспорт болельщика Fan ID. Сайт на вашем экране.
ввести свои персональные данные и фотографию, указать телефон. На этот телефонный номер придет СМС-сообщение о готовности документа и месте его получения. Чтобы получить паспорт болельщика, нужно совсем ничего. Немного свободного времени, как можно больше желания посетить футбольные матчи на Казани-арене и документ, удостоверяющий личность. Например, такой вот паспорт. Прийти нужно сюда, в центр выдачи паспорта болельщика, который располагается по адресу улица Баумана, дом 44/8. С 1 мая официально заработает еще один центр выдачи паспорта болельщика, который располагается по адресу город Казань, улица Читаева, дом 10. Это недалеко от стадиона Казань-арена. Пока здесь даже вывески нет. Важный момент. Паспорт болельщика даст возможность получить бесплатный билет на матч Рубин ЦСКА. Но не только. Он действует на все игры Кубка Конфедерации. Сейчас Казань живет в ожидании мирового футбольного праздника. К этому событию готовится весь город. Все его службы, отели, рестораны. К наплыву гостей мы всегда готовы. Все-таки, зная, что будет такое большое мероприятие, это уже готовимся уже и по кухне, и по персоналу, и по изучению все-таки английского языка, чтобы больше персонал знал. Надо заходить на сайт FIFA, покупать билеты, конечно, поучаствовать в этом празднике футбола. Никаких сложностей, проблем, дискомфорта не будет, поверьте мне. Мы работаем только в неких мер безопасности для того, чтобы обезопасить всех, кто попадет на стадион. То есть мы, по сути, вместе с FIFA, вместе с Федеральным оргкомитетом работаем на благо людей, как бы это высокопарно ни звучало. Тимур Бекмурдин и Роман Безменов. 7 дней. Продолжаем программу «7 дней». Казань готовится принять солидные мирового масштаба мероприятия. Благо, опыта там не занимать. Позади универсиада и чемпионат мира по водным видам спорта. Надо еще многое привести в порядок, и особенно дороги. В этом году объем финансирования программы дорожных работ из бюджета Республики Татарстан составит 13,6 миллиарда рублей. Кроме этого, в Республике Татарстан определены программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Казанской и Набережно-Челнинской городских агломераций. В целом, к 2015 году доля протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям, должна составить 85%. Снижение количества мест концентрации ДТП должно составить 85% к уровню 2016 года. Ренат Ахмедзянов о вечной российской проблеме. Дорожно-ремонтная компания движется по стране, укатывая метр за метром миллионы тонн асфальтобетона. Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» имеет своей целью привести основные трассы крупных городов с населением более 500 тысяч жителей в надлежащее, или, говоря языком дорожников, транспортно-эксплуатационное состояние. Основной объем работ мы, как всегда, пытаемся сделать в ночное время, чтобы не препятствовать движению транспорта. Поэтому сроки по основным магистралям стоят до проведения Кубка Конфедерации. Все остальные работы будут также завершены к началу сентября. Казань ежегодно обновляет свое дорожно-асфальтовое одеяние, для чего из бюджета республики выделяется около 3 миллиардов рублей. Начиная с текущего года к этой сумме прибавляется еще около 2 миллиардов рублей, выделяемых из федеральной казны. Дороги обещают обновлять уже в более сжатые сроки и под тщательным контролем со стороны генерального заказчика Татглавдортранса. Пытаемся не отставать по технологиям от ведущих зарубежных стран, поэтому в этом году хотим внедрить устройство покрытий на мостовых переходах из литого асфальтобетона. Эта технология широко распространена во всем мире, в Санкт-Петербурге. Это позволяет увеличить межремонтные сроки покрытия в несколько раз. Автомобилистам важны сегодня, кроме собственно наличия дорог, еще и их ровность и долговечность. Вопрос качества исполняемого дорожного покрытия подрядная организация решает с применением современных инновационных материалов и новых технологий. Самое главное, это, наверное, приготовление асфальтобетона. Это то, что мы используем ПБВ, полимерно-битумные вяжущие, да, которые увеличивают межремонтные сроки дорог. Это главная на сегодняшний день технология. А в процессе ремонта дорог вот как вы можете наблюдать, идет фрезерование по 3D-нивелировке. Это создание оптимальной поверхности, которой мы именно фрезами добиваемся выравнивания
старого асфальтобетонного полотна. Еще одна головная боль на дорогах напоминает о себе частыми и гулкими ударами по протектору, смотровые и ливнеприемные люки. Главный инженер Каздорстроя Айдар Ярулин обещает, что проблема решена раз и навсегда. Создается именно такое правильное отверстие, не повреждая другие элементы колодца. И используется при монтаже колодца высокотекучие анкерные смеси, которые значительно лучше бетонных, а сам он будет уже работать долгие годы. Здесь работает такое правило: раз сделал и забыл. 4 известным в Татарстане дорожно-строительным компаниям предстоит в этом году отремонтировать 110 километров основных магистралей, второстепенных дорог и внутридворовых территорий. Чтобы успеть к финишной точке, а это сентябрь, нужно работать, используя любое время суток и каждый погожий денек. Ренат Ахмедзянов, Хамид Шамсеев. 7 дней. У строителей и дорожников праздников и выходных быть не должно, подчеркнул Рустам Минниханов в субботу на республиканском совещании в режиме видеоконференции. Хорошую погоду необходимо максимально использовать для выполнения всех намеченных планов. Особо критиковал президент качество ремонтных работ. Мы не можем закатывать в дороги деньги, когда верхний слой за 3 года приходит в негодность. Рустам Нургалевич сказал очень образно: контролирующие органы должны кровь выпить у дорожников, но добиться качества строительства. Ну а теперь еще к одной грустной теме. На этой неделе Рубин нас вновь огорчил. Безжалостно и жестоко. Мы проиграли команде, широко известной в очень узких кругах. Опять и снова наши болельщики ушли униженными и оскорбленными. Где та команда, которая сенсационно обыгрывала Барселону на Камп Ноу, била Челси, побеждала Атлетико, Тоттенхэм и Динамо Киев, выиграла все в России? Как жить дальше? Что делать? И кто виноват? Вечный вопрос. Продолжать ли вкладываться в Рубин материально и эмоционально? И здесь ситуация гораздо сложнее и неоднозначнее, нежели чем просто вопрос: отправить ли Хавьера Грасия в отставку сейчас, либо это сделать в конце сезона. О бедном Рубине замолвили слово журналисты, эксперты и ветераны клуба. Надежда умирает последней. Несмотря на серию поражений и место в конце турнирной таблицы, в сердцах болельщиков все еще теплится надежда на чудесное преображение Рубина. Пустующий саркофаг Казань-арены щедрым решением клуба заполняет трибуны зрителями. Вход на матч Рубин-Терек будет свободным. Атаку пошли, нет? Нет, конечно. Пусть играют хорошо. Тогда позорятся. Что смотреть на них? Во время матча Рубин-Терек было все как положено. И гвалт трибун, и ликующие, как в былые времена, фан-зона. И только финальный результат вновь разочаровал. Самый главный мерило для болельщиков – это игра. Когда команда бьется, идет, играет, ищет счастье у чужих ворот, тогда болельщики и неудачи прощают, и какие-то временные косяки у игроков. Клубу все-таки надо внутри себя разобраться, что происходит, и создать атмосферу доброжелательности внутри клуба. По моей информации, в клубе не совсем все благополучно в этом плане. Эта команда немножко блуждает в потемках, она потеряла ориентиры. Она не может найти, они не понимают, наверное, сейчас им трудно сказать, за что они играют. Сохранится ли тренерская бригада на будущий год, соответственно, сохранят ли они свои места. Хоть там пофамильно футболисты собраны очень хорошие, великие. А вот коллектива как такого футбольного, мы вот как ветераны не видим. Нет сплоченности. Они, мне кажется, играют только за деньги. Вот честно говорю, не пришел бы. Но потому, как давали билеты бесплатно, я уж решил поддержать любимую команду таким образом. В связи с этим анекдот появился в Чаяне. Подходит к президенту футбольного клуба Рубин Медшину главный редактор журнала «Чаян» и говорит: Ильсур Раисович, когда вы будете платить чаянистам столько же, сколько футболистам Рубина? Он удивленно говорит: а с какой стати? Ну как с какой стати? Мы же тоже смешим людей. Приглашение, по всей видимости, дорогого тренера Хавьера Грасия, огромное ассигнование на трансферты, а в результате лишь позорное место в турнирной таблице и битва за выживание. Дело вовсе не в Хавьере Грасия, про которого очень много говорят и которого требуют в отставку отправить. Грасси играет свою силу.
Если сравнить результаты Рубина нынешние и результаты Малаги, где он работал до Рубина, то, в общем-то, результаты примерно одинаковые. Вопрос к тем, кто взял этого тренера и на такую зарплату, и контракт на 4 года. Это, в общем-то, удивительно несколько. Лучше, может быть, и убрать тренера, который тебя не устраивает, выплатив ему неустойку, чем все 4 года держать его, платить ему те же самые деньги и ждать, когда все это закончится, безобразие, и придет новый тренерский штаб. Что будет дальше? Ну, тут зависит все от тех трат, на которые готовы пойти спонсоры Рубина. Готовы ли они опять все ломать и начинать по новой? Но это Рубину обойдется, я думаю, очень дорого. Увольнять Грассию, приглашать нового тренера. По-моему, должно быть простое решение. Грассию отправить в отставку, выплатить ему неустойку и пригласить Бердыева, признав свои ошибки 3-летней давности. И тогда, я вам это гарантирую, и об этом все скажут, что Рубин через год уже войдет в зону Еврокубков. Пока эксперты и специалисты спорят и думают, что же делать Рубину дальше, бывший капитан и тренер Рубина Владимир Савельев тренирует новобранцев. Как когда-то воспитывал Ленара Гельмулина, достигшего высот капитана молодежной сборной России и игравшего за казанский Рубин. Бешеный контракт заключает, и на много лет вот с тренером заключили контракт на 4 года. Вот. А он сейчас скажет, ну пусть меня выгонят неустойку, мне все равно будут платить, правильно? Ну, вроде у нас есть перспективные ребятки, вот. Ну, руководство меняется. Вот этот тренер сейчас у нас приехал. Ему, думаете, нужно этот интернатский футбол? Не нужно, по-моему. Вот. Ему нужно, чтобы результат был, в первую очередь, правильно ведь? А результата нет. Возможно, среди них играют звезды. Будущее Рубина. Присмотритесь к этим мальчишкам. Ринат Ахмедзянов, Хамид Шамсеев. 7 дней. Завершить нашу программу мы хотели бы на более позитивной ноте. Тем более, что есть повод. Да какой? На этой неделе татарский народ отметил 131-ю годовщину со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Казалось бы, такой всем нам известный Тукай даже спустя столетия остается загадкой. Как он смог за такую короткую жизнь сделать так много? Эльзира Юзаева открывала малоизвестные страницы творческого наследия Тукая. Они не первооткрыватели, они исследователи Тукая. На протяжении 6 лет Рамиль Исламов и Жаудат Миннулин в старых архивных документах, хранящихся в библиотеке Казанского университета, пытались обнаружить то, что когда-то скрывалось советской идеологией. Собрания воспоминаний о Тукае в СССР были опубликованы 3 раза, но это были единичные материалы из различных источников. Книги, публикации, письма и документы, своеобразные мемуары современников поэта, которые оставили записи еще при его жизни и после его смерти. Тукай вафат булгач, Казанга ул эшләгән газета, журнал редакцияләренә бик күп кайгы уртаклашу телеграммалары килә. Алар тәгъзиянәмәләр дип аталалар. Менә биредә без аларның мөмкин кадәр булган барысын да урнаштырдык. Биредә әйтик, мәсәлән, Европа, Варшавадан алып, инде Владивостокка кадәр ораны иңли, географик киңлекне. Современным ученым удалось обнаружить не только новые свидетельства, но и то, что когда-то было усечено советской пропагандой, для которой Тукай был не столько народным поэтом, сколько большевиком и атеистом. Булай Тукай. Шулай да социализмны тормышка татбик кылган тәкъдирдә дә инсан сәгадәттә яшәр дип инана алмыйм. Рамиль Исламов приводит в пример неизданные письма Тукая своим друзьям. Тукай еще в начале 20 века вообще сомневался в целесообразности и в жизнеспособности социализма. У него было свое отношение и к религии, и отнюдь не категоричное, как принято считать многими. Но в большей степени его всегда заботила судьба татарского народа. Народа, которому он оставался преданным до конца. Татар халкының милли аңын формалаштыруга иң күп өлеш керткән шәхесләрнең берсе Шиһабеддин Мәрҗани, Каюм Насыйри һәм Габдулла Тукай. Менә шул яктан караганда да. Теге кай вакытта аны теге шигырь язучы, шагыйрь генә дигән булалар. Алай гына түгел. Ул бик зур, бөек шәхес дип әйтик. Халкыбызның бәгыреннән өзелеп төшкән бөек шәхес.
На пожелтевших от времени листках уже еле различимые мелкие записи арабской вязью на старо-татарском языке. Каждый материал требовал не столько перевода, сколько толкования, ведь многие слова уже вышли из обихода. Ученые сегодня сожалеют о том, как мало фактов, которые дошли хоть в таком виде до наших дней. Практически все те люди, которые знали Тукая и хотели о нем рассказать, стали жертвами политических репрессий. И, возможно, где-то в архивах спецслужб есть материалы, которые могли бы помочь в расследовании такого сложного, но важного для татарского народа дела. Репрессия вакытында Тукайның жыйынтыкларын әзерләгән, мисал өчен Фәтхи Бурнаш, аннан соң Фатих Сайфи Казанлы кулга алына, һәм алар кулга алынгач, аларның кулларында булган материаллар, бәлки әнә шул алар төзегән жыйынтыкларга кирми калганнары да булгандыр, һәм алар юкка чыгарылган, бәлки кайдадыр сакланадыр билгеле оешмаларда. Тукайга инде 131 ел тулса да, аның тууына әле маңа кадәр һаман да аның фәнни биографиясы язылмаган. Ягъни документларга, тарихи чыганакларга нигезләнгән тәфсилле биографиясе юк дип әйтергә туры килә. Менә шуңа күрә бу эшнең әһәмияте шуннан гыйбарәт. Шушы эш нигезендә, менә шушы эш нигезендә, әлбәттә, тагын башка чыганакларында файдаланып, Тукайның фәнни биографиясын язырга җирлек туды дип әйтә алабыз. О великом Тукае не написано ни одной научной исторической биографии. Прошло уже больше века, но ее никто так и не отважился написать. Мы так много и так мало знаем о Тукае одновременно. Столько вопросов без ответа, столько пробелов и ошибок. Откуда появилась эта фамилия Тукаев? Почему его мать Биби Мамдуда в некоторых источниках значится как Минсафа? И вообще, откуда пошел род Тукаевых, который стал символом нации? Бүгінгі заманда инде бик көп безнең җитәкчеләр, бик көп безнең милләттәшләребез үзләренең шәҗәрәләрен эшләтеп алдылар. Җиде буын шәҗәрәсен. Ятыбызга каршы Габдулла Тукайның әле фәнни шәҗәрәсе эшләнмәгән. Есть поле, где для изучения. Издатели могут судить о нескончаемой и возрастающей популярности народной поэзии. Яркая иллюстрация, новые неординарные формы и креативные методы подачи. Но идея остается неизменной. Это все тот же Тукай. С детства ведь у детей тяга к книгам всегда есть. Это ведь вопрос возникает, какую книгу ты ему вручишь, какие там картинки будут, какое будет содержание. И из этого мы получаем будущее поколение. А наша задача сделать это содержание и содержательным, и хорошим, и такое, чтобы нам не было стыдно за наше будущее. Для истинных ценителей высокой поэзии обложка не будет так важна, как содержание. А каждое новое слово о великом поэте будет восприниматься как долгожданное откровение. Тукайның bir генә шигырьдә искермәгән, менә 100 елдан артык, бер гасырдан артык вакыт узды инде. Һаман актуаль. Безнең халкыбызга карата да, Россия белән мөнәсәбәтләргә караганда да, сәясәттә дә, милли тормышта да аның шигырьләре шул килеш. Пәйгамбәрләргә тиң кеше. 27 яшьлек җегет шул кадәр киң бөтен дөньяны, политиканы аңлый торган итеп ничек тәрбияләнгән ул. Аны бит татар халкы тәрбияләгән. 131-я годовщина со дня рождения поэта. Традиционно в Казани чествуют лауреатов Тукаевской премии этого года. Высокой награды были удостоены общественный деятель Харис Салихов, писательница Мадина Маликова и Розалина Шагеева. Для Рамиля Исламова и Жаудата Минуллина их новая книга о Тукае в 2 томах, которая увидела свет, это и есть главная награда. Награда за то, что они донесли людям истину, которая всегда была так рядом. Ильзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней. 9 мая по всей республике пройдет акция «Бессмертный полк». Вчера на традиционном еженедельном совещании в Кабинете министров президент Рустам Минниханов особо подчеркнул, что участие в шествии Бессмертного полка должно быть сугубо добровольным. Не нужно никакого принуждения, административного давления, сказал президент. Это искренний порыв людей, которые хотят отдать долг памяти близким людям, участникам страшной войны.
И мы всего лишь должны его поддержать. В Казани бессмертный полк 9 мая стартует в 15 часов. Люди собираются от Корстена, далее вдоль улицы Толстого. Телеканал ТНВ будет вести прямую трансляцию этого события. Будьте с нами. На этом у нас все. Бәйрәм белән барыгызны яз кирсен йөрәккә. Встретимся через неделю на канале ТНВ. До свидания. Здравствуйте! О погоде на неделю Лейла Латыпова. Начало мая порадует жителей Татарстана теплой и комфортной погодой без существенных осадков. На северо-востоке в понедельник днем солнечно, до 25 градусов тепла. Ночью плюс 10. Во вторник плюс 22. В четверг дневные температуры понизятся до 16 градусов. Ночные до 6 градусов выше нуля. В пятницу и в субботу переменная облачность плюс 15. В воскресенье возможен дождь и около 14 градусов тепла. На юго-востоке в понедельник до 22 градусов. Во вторник и в среду днем плюс 21, ночью плюс 11. В четверг ночные и дневные температуры понизятся. Днем плюс 15, ночью около 4 градусов тепла. В выходные пройдут дожди и плюс 13. В центральных районах республики в понедельник солнечно, плюс 24. Во вторник и в среду днем около 23 тепла, ночью плюс 10. В четверг плюс 15. В пятницу днем всего 13 градусов выше нуля, а ночью плюс 5. В воскресенье пройдут дожди и около 14 градусов выше нуля. На юго-западе в понедельник до 23 градусов. Во вторник и в среду днем плюс 21. Ночью также тепло, 12 градусов. В четверг столбики термометров покажут плюс 15, в пятницу плюс 13. Ночные температуры также понизятся до 7 градусов. Выходные обещают быть дождливыми. Температура воздуха плюс 13. На северо-западе и в Казани в понедельник солнечно, плюс 22. Во вторник еще теплее, днем до 23 градусов. Ночью плюс 12. В среду плюс 19, в четверг днем похолодает до плюс 14, а ночью 6 градусов выше нуля. В пятницу около 12 градусов тепла, в субботу и воскресенье возможны осадки и плюс 13. Более подробный прогноз погоды смотрите каждый будний день на канале ТНВ. До свидания.